замечательный праздник Преображения. In which we remember how our Lord Jesus Christ, когда мы вспоминаем, как Господь наш Иисус Христос ascended Mount Tabor, the holy mountain, поднялся на гору Фавор, на святую гору Фавор, and was transfigured before his apostles, Peter, James, and John. где преобразился перед тремя своими апостолами Иаковом, Иоанном и Петром. His garment shone brilliant and radiant as light. Его одежда стала бела, как снег. And one can only imagine what his face looked like. И можно только представить себе в твоем воображении, как преобразилось его лицо. Because as Moses, who will also appear with Elijah with Christ, И там на горе Фаворской пришли Моисей и Илья исследовать с Христом. as Moses had been transfigured when he went up to Mount Sinai, Моисей также был преображен в каком-то смысле, когда на Синайской горе поднялся в свое время. Whose face was so brilliant he had to cover himself. И его лицо стало настолько сияющим, что он должен был сокрыть свое лицо. That people were unable to look at him. Потому что люди не могли на него глядеть. And so also I think why Peter, James, and John were chosen by Jesus. Господь избрал трех своих апостолов, по моему мнению. Because only they, of all of the apostles even, were able to receive the vision. Потому что только эти три апостола из общего числа могли воспринять это явление. We remember the transfiguration of Moses. Мы помним преображение Моисея. And we remember also how Elijah was taken up in a fiery chariot. Мы также помним, как Илья был вознесен на небо в горящей колеснице. How Moses was the one who received the law from God. Моисей был тот избранник, который получил закон Божий. And how Elijah was the greatest of the prophets. А Илья был самый великий из всех апостолов. And so they appear as the symbols standing with Christ. И эти два пророка явились на горе Фаворской как символы of the law and the prophets. и закона и пророков. And Christ shows himself superior to both. А Христос, конечно, превосходил пророков и закона. Because the voice of God came from the radiant cloud. Потому что голос Божий пришел голос Божий был слышен из облака. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Который сказал, что это мой возлюбленный сын, его слушайте. This feast is perhaps one of the most important feasts for monks. Сегодняшний праздник один из самых важных для монахов. Because so much of our spiritual life is dedicated to attaining to the maturity to be able to behold the uncreated light. Потому что одна из главных целей монашеской жизни – это достигнуть такого состояния, чтобы суметь увидеть и воспринять несотворенный свет Божий. And that vision of the uncreated light, which the apostles were given, И это видение несотворенного света, которое апостолы видели, is that same vision for which the monks strive. это то самое, к чему должны стремиться все монахи. Because as we also know from the story of the transfiguration of Saint Seraphim, Мы знаем из рассказа Мотовилова о преображении преподобного
великого Серафима Саровского. That in order to behold the light, one also has to be transfigured by the light. Для того, чтобы суметь преобразиться светом Христовым, нужно быть готовым к этому. And that the preparation for that ascent to vision. И как приготовление к этому преображению is one that only goes by ascent through prayer to the living experience of the presence of God. Достигается только молитвы и такой молитвы, которая дает тебе почувствовать присутствие Божье. Because what the apostles saw was not simply the grace of God resting on Jesus. Потому что то, что увидели апостолы, это не только благодать Божия, которая почила на Иисуса. Which is what happened with Moses and Elijah. Что случилось с Моисеем и Иовой. But they beheld the radiance of his divinity shining forth through his humanity. Но они, апостолы, увидели сияние божества Господа, которое было явлено через его человечество. And now for us as Orthodox Christians, для нас, как православных христиан, that is also the fundamental reality of our own existence as well. Это сущность нашего собственного существования. Because we have Christ dwelling within us as well. Потому что мы имеем также Господа внутри себя. We have the Holy Spirit who has anointed us and filled us with His grace. И мы также обладаем Духом Святым, который нас помазал и наполнил Духом Святым, своей благодатью. It's just that we're blind to this reality. К сожалению, мы слепы, мы не всегда сознаем, мы не всегда чувствуем эту реальность божества. Because we are so distracted by our own sins. Потому что настолько отвлекают нас от этого наши собственные грехи. So, brothers and sisters, I encourage you. Поэтому, дорогие братья и сестры, я призываю вас and entreat you. И умоляю вас. Let us ascend together. Давайте вместе вознесемся to that vision of the uncreated light. Тому видению несотворенного божественного света. That we all together might enter into that living experience. Чтобы мы все вместе вошли в живой опыт of the radiance of the kingdom of God. Сияние Царства Божия. Аминь. Благословение Господне на вас, Его благодати, человеколюбием, всегда ныне и присно, и во веки веков.